На встрече в центре Даура Зантари обсуждалась ситуация в стране. Речь идет о последнем громком преступлении – надругательстве над несовершеннолетней девочкой и убийстве ее сестры. Участникам встречи предложили провести открытый разговор без политики и с уважением друг к другу. По словам руководителя центра Цизы Гумба, это необходимо в первую очередь для того, чтобы понять причины, из-за которых эти события имеют место быть в нашей республике. Мне хочется, как и вам всем, чтобы абхазы всегда отличались особой не только статью, своим поведением, образом жизни. Сегодня наступил такой момент, это уже давно идет, но вот случай нас, наверное, так подвиг к тому, что мы должны наконец-то остановиться и задуматься, и сказать, что мы делаем что-то не так, и что это уже приобретает необратимые какие-то формы, которые приведут наш народ многонациональной и нашу нацию к катастрофе. Организатор встречи Циза Гумба постаралась пригласить людей, мнение которых в нашем обществе имеет значение. С сожалением она отметила, что не все откликнулись на приглашение. Главный вопрос, что делать, звучал не раз. Чаще говорили о том, что, живя в небольшой, но в многонациональной стране, где все вроде бы понимают и знают друг друга, происходят страшные преступления. И, возможно, путем диалога удастся объединиться, не разделяясь по политическим, религиозным и иным взглядам. Ситуация неординарная. И к ней требуется совершенно другой подход. Не такой подход, по которому мы решали свои вопросы все послевоенные годы. Сегодня народ стоит перед гибелью. Конечно, меня будут ругать, и вот, может быть, вы, что он уже постарел, он уже подурнел, он уже не понимает, что он говорит и так далее. Всякое могут говорить, но запомните, так мы долго не протянем. Глава Совета старейшин Абхазии рассказал собравшимся о том, какие меры организация предпринимала, чтобы успокоить общество и дать возможность соответствующим структурам расследовать преступления. Абре, я нахайца шна на хос, ежлай хоху. Ежлай хоху. Абре шна нахайца на хос, знапа, апна дуко, ашрей курцома, и псита на тарквама. Емпам яхнейзо, Лежа башксейтан тцерги абсниши бала харгылар хаудзум хана ажмар рхунар хана вахатер бушла герхот ара итос шук шлом хақан зигинаску. Когда произошли преступления, которые всколыхнули всю страну, общественность требовала законности, помощи и поддержки от государства. Откликнулись и депутаты парламента. Проблемы правоохранительной системы очень серьезные. Они идут еще с советских времен. Если говорить вообще о милиции, вот я постараюсь в двух словах об этом сказать. И сейчас, и тогда мы формировали наши службы Министерства внутренних дел по остаточному признаку. Большой очень штат, советский штат, он себя не оправдывает. И мы вот часто уже начали в последнее время об этом говорить, что нужна реальная оптимизация всех наших силовых структур, правоохранительных структур в целом. Если этого не произойдет, эффекта от этого практически не будет. Настало время понять, почему произошли все эти события, каковы их причины, почему мы оказались в такой ситуации, говорит Давид Пилья. По его мнению, наличие большого количества силовых структур не приносит ожидаемого результата. Много лет наше общество не только не желает открыто говорить о существующих проблемах, но и старается закрывать на них глаза. Но замалчивание не решает проблемы, убеждена Лиана Кварчелия. Во-первых, открыть на это глаза и признать, да, у нас есть и беспризорные, да, у нас есть и педофилия, и проституция среди несовершеннолетних, и даже, как говорят, у нас есть притоны, которые посещают там достаточно такие люди, известные рукопожатные, скажем так, люди, понимаете? Это все, значит, правоохранительные органы должны этим заниматься, и, конечно, общество должно требовать. Не будешь подгонять, не будут они этого делать. Мы действительно вот как-то вот не то чтобы не заметили, а вот плывем по течению
и перестали спрашивать себя, в каком нравственном состоянии находится наше общество, как мы выхолостили собственные традиции, как мы за Апсуара выдаем то, что к Апсуара вообще не имеет отношения. И кто у нас уже остался такие моральные авторитеты, не запачканные ни в чем, которые сегодня могут вообще сказать, назвать белое белым, черное черным. Есть конкретная девочка, конкретная семья, которой необходима помощь. И, как оказалось, эту поддержку на протяжении ряда лет им оказывает руководство Новоафонского монастыря. Проблемы, которые за 25 лет после войны реально не решены. А мы вступили в 21 век и имеем такие страшные преступления. И что дальше будет? Давайте объединимся все вместе. Мы представители религии, общественности, наши старшие в лице Совета старейшин. С мнением священнослужителя депутат парламента Батал Тапаго не согласился. По его словам, не все так плохо в государстве и необходимо видеть положительное. На мой взгляд, мы такое же, как государство, все, как все, и мы такие же люди, как все. Где-то мы можем быть в чем-то лучше, где-то можем быть в чем-то хуже. Я абсолютно согласен по поводу абсолютных двойных стандартов. Мы друг другу, на мой взгляд, я могу ошибаться, настолько заврались, значит, играя в политику, поддерживая одних, поддерживая других, что мы превратили белое в черное, а черное в белое. По мере разговора градус обсуждения повышался. Участники встречи высказывали свое отношение к случившемуся. Так называемых преступлений чести становится все больше. Только за последний год произошло несколько убийств женщин. Без суда и следствия родственники лишают их жизни, ссылаясь на законы Апсуара. Встреча длилась несколько часов. Участники выразили надежду на то, что правоохранительные органы проведут объективное расследование, и лицо, совершившее особо тяжкое преступление, будет наказано по всей строгости закона. Нисфа Аршба, Астамур Гожба, Абхазское телевидение.